каждом уголке нашей новгородской земли есть святые места, где мы вспоминаем тех людей, благодаря которым можем путешествовать, учиться, играть, веселиться. Такое святое место есть и на земле Деревеницкой. Братское воинское захоронение. Здесь покоятся тела воинов, защитников Новгорода из рощи деревни Шендорф, из деревни Хуты, Никольская слобода, Полковская слобода, Антонова. В годы Великой Отечественной войны на Деревеницкой земле и прямо на территории монастыря насмерть стояла 52-я армия. Воинам пришлось вести наступательные и оборонительные бои в тяжелых условиях. В Деревеницком и Хутинском монастырях были мощнейшие укрепленные пункты немцев. В Деревеницком Воскресенском монастыре в здании епархиального училища жил, бегал по улицам, играл и учился герой Советского Союза Царев Алексей Васильевич. Он родился 18 октября 1916 года в деревне Деревеницы Новгородского уезда в семье крестьянина. Окончил 10 классов училища и работал слесарем на заводе в Ленинграде. В 1940 году закончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов на фронте с октября 1941 года. Совершил 203 боевых вылета. 9 мая 1945 года капитан Царев совершил 2 боевых вылета, сбросив 400 тысяч листовок с сообщением о безоговорочной капитуляции Германии. В 1946 году Алексею Васильевичу Цареву было присвоено звание Героя Советского Союза. Наша школа находится на улице 20 января. Эту дату знает каждый новгородец. Это день освобождения Новгорода от фашистов. Наступательная операция наших войск началась 14 января 1944 года с прорыва подготовленной обороны противника. Гитлеровцы были ошеломлены мощью обрушившегося на них огня. «Это был настоящий ад», показал на допросе один из пленных немцев. Снаряды ложились один возле другого, все было перемешано с землей. К утру 20 января 1944 года новгородская группировка противника оказалась полностью окруженной. Уничтожая заслоны и огневые точки врага, подразделения полковника Швагирева ворвались в город. Подвиг – это героический самоотверженный поступок за семью, за друзей, за людей, которые порой даже совсем не знакомы. А память о наших земляках должна быть вечной. Это наш долг, долг памяти, и мы должны его выполнить.